В основу регулярной планировки центра Сухума лег проект землемера Военкова, который опирался на принцип европейской застройки, имеющий в своей основе древнегреческую градостроительную теорию, изобретенную милетским архитектором Гипподамом. На коптере, поднявшемся на высоту 300 метров над Сухумской бухтой, видна большая часть города, которая находится на Приморской равнине, защищенной с северо-востока горными хребтами, а его улицы располагаются относительно моря либо параллельно, либо перпендикулярно. Глядя на город сверху, можно заметить, что Военковым действительно профессионально и грамотно распланированы улицы, площади, парки. Видно, что планировка города гармонично взаимодействует с его береговой линией. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы поднялись сегодня на Сухумскую гору вместе с проектировщиком Саидом Цукба для того, чтобы поговорить сегодня на тему градостроительной сетки города Сухум. Саид, здравствуй! Здравствуйте, Манана. Давайте я предлагаю, чтобы мы сели, потому что разговор будет долгий и обстоятельный. Саид, наверное, начнем с того, что ты можешь сказать, как человек, закончивший факультет градостроительства в Москве, что ты можешь сказать о сетке, уличной сетке города Сухум, какую бы ты дал оценку? Правильно ли выстроена была в свое время, в советские годы, эта сетка? Что бы мне хотелось сказать? Каждый город имеет свой уникальный облик. И Сухум не исключение. Конечно. Как мы все знаем, Сухуму более 2500 лет. Да. И это делает его таким древним городом, античным даже, я бы сказал. Но при всем при этом наблюдается такой парадокс, что все то, что мы сегодня можем наблюдать в Сухуме, оно все датируется концом 19 века и позже. И вот этот парадокс, делающий Сухум одновременно античным и молодым, дает ему такой посыл. Да. А давай я все-таки уточню, почему ты говоришь о том, что Сухум 19 века? В последнюю русско-турецкую войну турки, конечно, стерли город с лица земли, вплоть до того, что они вырубали деревья. Не было ни одного строения. Об этом говорят многие документы и материалы. То есть совершенно на голом месте в XIX веке был построен вот нынешний город, современный Сухум. Да, и надо сказать, что мы сегодня рассматриваем центральную часть города, его историческое ядро. И если всматриваться в него, то становится очевидно даже практически обывателю, что в Сухуме представлена такая прямоугольная сетка улиц. То есть основным признаком данной планировочной структуры является то, что улицы в ней пересекаются под прямым углом. Это очень давняя распространенная планировочная структура. Она известна еще с античных времен. Авторство ей приписывают древнегреческому архитектору Гипподаму Милетскому. Известная также эта система как Гипподамова система. Это, кстати, особым образом рифмуется с тем, что вот то, что я сказал ранее, что Сухум одновременно античный и молодой, с тем, что данный тип планировочной структуры использовался как в древнегреческих и древнеримских городах, также и в современных городах. Например, все молодые города Соединенных Штатов Америки спроектированы таким образом. Многие города Российской империи с конца 19 века и в 20 веке, и многие советские вновь возводимые города были спроектированы именно таким образом. Это довольно незамысловатая система, которая удобна, когда город развивается согласно конкретному плану. Вот ты сказал, что прямоугольная форма – это очень хорошо. Но я точно знаю, что в 50-е годы такая строительная организация, как Абхаз-проект, который возглавлял Сергей Цинцабадзе, как раз-таки они говорили о том, что не всегда вот эта прямоугольная сетка оправдывает себя, потому что иногда она ломает ландшафт, потому что все-таки кварталы должны идти согласно ландшафту гор, равнины и так далее. То есть она в одном случае была очень удачной,
Но бывали моменты в истории города, когда вот эта сетка немножко ломала кварталы. То есть это имело место. Кстати, именно поэтому у нас с ливнестоками такие проблемы. По сей день стоки в Сухумах очень сложно. Малейшие дождики мы утопаем в дожде. Ну, наверняка у каждой системы есть свои плюсы и свои минусы, это отрицать невозможно. Но несмотря на это, мне кажется, возможно, Сухум как-то, градоначальники Сухума, когда прокладывали такую сетку и планировали его, возможно, они как-то слишком легко отнеслись к этому, не обращали внимания на ландшафты, на рельеф города, и поэтому, возможно, вследствие этого возникли некоторые сложности. Но благодаря этому город получил инженерную подготовку территории. Мне кажется, этим занимались, и поэтому это не самое плохое. У прямоугольной планировочной структуры есть и другие достоинства. Она такая очень транспортно удобная, в ней легко ориентироваться. Она характеризуется тем, что у нее много дублирующих направлений, то есть легко совершить объезд в случае затора на какой-то одной улице. В ней нет ярко выраженного центра города, то есть центр рассредоточен. Ситуация в городе улучшилась за счет грамотной застройки населявших город греков-предпринимателей, которые строили виллы, особняки, гостиницы с оглядкой на европейские тенденции. Русская интеллигенция застраивала город, приглашая архитекторов из столицы. Постепенно город обрастал общественными пространствами, скверами и парками. Благодаря качественной архитектуре город преображался. В 1931 году строительная организация «Гипрогор» представила руководству республики предварительную схему развития города. По этой схеме предлагалось признать Сухум в основном курортным городом и потому считать нецелесообразным сосредоточение в нем промышленные предприятия. В Сухуме имелись заболоченные малярийные районы, поэтому необходимо было провести широкие оздоровительные мероприятия по осушению заболоченных мест. Рост города в схеме был запроектирован на северо-восток, юго-восток и в западном направлении. Решено было расположить в западной части промышленные и транспортные предприятия, как наиболее неблагополучные для развития курортной жилой части. В ориентировке зданий в условиях Сухума, то есть инсоляция и вентиляция города и кварталов, расположили жилые помещения на юго-восток и северо-запад. Особо поднимался вопрос мощения улиц. Исходя из необходимости полной ликвидации запыленности города, было решено применить наиболее совершенствованный тип мощения – гудроном и асфальтом. Характер построек и расположение их должны были соответствовать санитарным задачам, то есть противодействовать ветрам и пыли. В 1940 году в первую очередь были проведены работы по осушению территории, расположенной западнее Сухума, вплоть до новых его границ с перехватом всех нагорных вод с отводом в море реки Сухумки. Было решено также расширить городскую территорию на запад за счет сельских земель Сухумского района путем прирезки площади в 500 гектаров от колхоза «Дружба» и от колхоза «Красный маяк». В 1954 году архитектурно-строительной организацией «Абхазпроект» был разработан новый проект детальной планировки западной части города Сухум. Была составлена вертикальная планировка, дренирование, выпуски ливнеотводов. Архитектурно-планировочное решение детальной планировки западной части был увязан с новой набережной. Саид, я знаю, что вы профессиональные работники, архитекторы, делаете разграничение между улицей и дорогой.
Да, Существует такое разграничение? это правда, и это очень полезно, кстати, различать их. На самом деле все люди интуитивно более-менее понимают, где это различие происходит. Надо сказать, что вообще в целом об улично-дорожной сети города, что это в принципе совокупность всех улиц, дорог, площадей, искусственных транспортных сооружений всего города. И дорога, вот, по которой вы коснулись, это элемент улично-дорожной сети, которая призвана связывать физически удаленные объекты в пространстве. То есть дорога – это такая инфраструктура для транспортных средств, для их перемещения в пространстве, без задачи формирования окружающей ее застройки. А улица? Вот. Это отличает ее от улицы, от другого элемента улично-дорожной сети. Улица – это транспортно-коммуникативное пространство, формирующее фронт застройки и формируемое фронтом застройки. То есть улицу, в принципе, иначе говоря, можно воспринимать как некое общественное пространство, призванное для перемещения пешеходов и транспортных средств, скажем так. То есть улица, изначально в задачи улицы входит регулировать окружающую вокруг себя застройку, прокладывать инженерные коммуникации, организовывать природно-экологический каркас города. То есть все это лежит, вот это все лежит в задачах улицы. Интуитивно вы на самом деле это, я говорю, вы легко это различите просто по наличию тротуара, потому что тротуар уже делает из дороги улицу, по крайней мере. Вот, да. Ну, в контексте города мы всегда, как правило, работаем с улицами, а не с дорогами, потому что дороги бывают, как правило, в крупных городах или в межгородских, ну, вот для связи. Саид, ну, чтобы нашим телезрителям было понятно, ну, например, какие улицы ты бы назвал в Сухуми? Вот, ну давайте поговорим об улицах. Можно обратиться к истории города. Около 150 лет назад морское сообщение было единственным сообщением вообще Сухума с большим миром, и портовая функция была такой основной. И уже это диктует нам то, что первой старейшей улицей Сухума является Сухумская набережная, которая выходит из западных стен Сухумской крепости и движется вот на восток. И далее уже перпендикулярно набережной и параллельно ей формировалась сетка улиц, вот такая привычная нам прямоугольная сетка улиц. Позже, уже в 30-е годы, мы знаем, что некая реорганизация улично-дорожной сети произошла, были укрупнены кварталы, им придали более равномерную форму такую, и, соответственно, сетка улиц была разрежена. Вот. И улицы в то время приобрели тот вид, к которому мы привыкли. Как я уже говорил ранее, характеризуя такую планировочную структуру, она не предусматривает наличие определенного центра. Но это было сделано, центр наметили искусственно, скажем так, во время строительства комплекса Дома правительства. Перед ним была разбита большая площадь, сегодня известная нам под названием Площади Свободы. И данная площадь стала такой доминантой, таким центром. Если вы обратите внимание, больше площадей особо нет на территории города, потому что данная планировочная структура не подразумевает наличие площадей такого типа. Наша площадь Свободы лежит на одной из главных продольных транспортных магистралей города. Это улица Ардзинба, которая наряду с улицей Лакоба являются основными продольными транспортными артериями города. Вот. Интересным образом их дублируют две пешеходные продольные улицы. Это проспект Мира и набережная Махаджиров, переходящая в набережную Диаскуров. Это тоже, да, важно, мне кажется, отметить. Теперь, говоря о поперечных улицах, это те, которые перпендикулярны набережной. Вот здесь, мне кажется, стоит сказать, что в советское время Сухум мыслился, да и значился курортом всесоюзного значения, такой всесоюзной здравницей. Здесь подразумевался отдых большого количества туристов после трудового года, скажем так. И вот советскими планировщиками того времени вот эти поперечные улицы, это в первую очередь улица Конфедератов, улица Пушкина, Леона, Сахарова, и другие, они были организованы в виде таких широких пешеходных бульваров. Там организованы широкие тротуары, высажена высокоствольная растительность разного типа на каждой улице. Вот эти пешеходные улицы дают вот такой вот также уникальный эффект Сухуму, в том плане, что редко в каких городах такого типа, приморских городах Черноморского побережья, так организован контакт с водой. То есть вот эти поперечные улицы спускаются с гор и прямо контактируют с морем. То
есть с водой. И это дает вот такой тоже свой уникальный, придает свой уникальный, ну, как сказать, уникальную характеристику Сухуму придает. Саид, вот раз мы сейчас с тобой говорим о поперечных и продольных улицах города Сухума, можно ли сказать, что и поперечные, и продольные улицы Сухума, они способствуют инсоляции, то есть прохождению воздуха со стороны моря в сторону гор и наоборот со стороны гор в сторону моря? Да, эти поперечные улицы, несомненно, оказывают такое ну, позитивное в аэрационном смысле воздействие, то есть они продувают город, очищают его с бризом туда и обратно 2 раза в сутки, как и полагается. То есть в этом плане он очень удобный и комфортный в микроклиматическом плане. Кстати, вот в свое время, когда осваивали Сухумскую гору, где мы сейчас с тобой находимся, Саид, вот я знаю, что одна из афиш гласила, ну, делалась реклама этого парка, потому что это считался лесопарк. О том, что здесь очень чистый горный воздух, что с моря поднимается морской бриз, вот этот вот воздух морского, а с гор идет прохладный воздух. И вот эта вот уникальность, своего рода уникальность, создает вот такой необычный воздух на Сухумской горе. Конечно, это имеет место быть. Наверняка. Саид, ну и, наверное, все же надо бы сказать нам с тобой, как ты думаешь, я обращаюсь к тебе как к профессионалу, инженеру, скажи, пожалуйста, проектировщику, на твой взгляд, каковы перспективы развития градостроительства в городе Сухум? Смотрите, у Сухума, как и у многих других, даже можно сказать практически у всех городов, есть перспектива стать комфортным городом для жизни, для работы, для развлечений и всего остального. Для этого нужен, там, не знаю, просто какой-то найти оптимальный ключ каждому городу возможно. Вот. Если говорить о сегодняшних тенденциях в урбанистике, вот, допустим, одна из самых ярких идей, градостроительных идей последнего времени является идея компактного города. Если упрощая, суть идеи в том, что каждый человек, каждый житель города может решать свои задачи, ежедневные, рутинные задачи, то есть работа, дом, поход в магазин, выход на прогулку с детьми и так далее. И все это он может реализовать в пределах пешеходной доступности, то есть в пределах 10 минут ходьбы. И Сухум из-за своей такой компактной планировки в принципе может отвечать этим требованиям. И это такие современные устоявшиеся уже идеи, потому что они отвечают идеям устойчивого развития города, экологического баланса и так далее. То есть, в принципе, это все легко реализуемо. Но таких, на самом деле, концепций и идей множество. И, на мой взгляд, проблема Сухума лежит немножко в другой плоскости. Его проблема в том, что в Сухуме нет какого-то стратегического планирования. То есть нет никаких документов стратегического планирования территории. Мы пока, ни городские власти, ни жители Сухума, видимо, не определились с образом будущего Сухума. Мы не знаем, в каком направлении нам двигаться. Сегодня Сухум развивается, скажем так, инерционно. Хаотично, сумбурно, как хотите называйте. Вот. И вследствие вот такой вот неопределенности сегодня на карте Сухума могут появляться такие объекты, которые вызывают такие некоторые протестные настроения в городском сообществе. И вот чтобы этого избежать, необходимы некие нормы и правила, документы территориального развития. То есть это те документы, в которых будут заложены те параметры, которые будут диктовать то, какой городской среда должна быть и какой мы ее хотим видеть. Но это на самом деле колоссальная работа. То есть несомненно, такие документы являются частью социально-экономической политики государства. Невозможно их решать локально и тактически. Нужен комплексный подход. Но и ждать каких-то решений сверху местным жителям тоже не стоит.
То есть все это разрабатывается в комплексе. Должна быть проведена колоссальная работа, начиная от экономистов, заканчивая городскими антропологами и социологами, которые опросят людей, узнают их мнение по каждому вопросу. И это будут не какие-то конкретные люди с одинаковым опытом, а это будут очень различный круг представителей местных сообществ. То есть это будут женщины, мужчины, школьники и пенсионеры, работающие и неработающие, родители в декрете и так далее. То есть вот все эти люди должны заложить в эти документы то, как они видят городское пространство, то, какие функции они хотят, чтобы были заложены в общественные пространства, в частности, в улице. Я думаю, Саид, еще не поздно нам все-таки как-то подействовать на то, чтобы город не застраивался так хаотически. И пусть нам не говорят о том, что нужны какие-то градостроительные законы и так далее. Можно просто взять и решить, не уродовать город. Вот, наверное, документы нужны, само собой, но принятие их – это действительно дорогое удовольствие. И материальное, и надо юридически подготовиться к этому. Но все-таки это надо делать, Саид, как на твой взгляд? Это, несомненно, надо делать. Нужно проводить и работу в контексте местных нормативов, которые должны регулировать какие-то градостроительные, объемно-пространственные характеристики развития города. Ну и, наверное, с другой стороны, какая-то идеологическая работа тоже должна проводиться. То есть, мы понимаем, что Сухум, вот я говорил ранее, что в советское время Сухум мыслился как курорт. И, наверное, это было адекватно тому времени. Сегодня Сухум – это столица Абхазии, и на ней лежат уже немножко другие функции. Он должен отвечать другим характеристикам. То есть на нем функции быть культурной столицей Абхазии. Человек, приезжающий в Сухум, должен понимать, что это столица. Мы не можем идти по пути лишь курортности и скатываться в провинционализм. Я не знаю, что еще можно по этому поводу сказать. Всех желающих отсылаю к, по-моему, потрясающему эссе Алексея Гогу «Ахуа Сухум». Прочтите. И это один вечер чтения, но он раскроет вам глаза, покажет мысли великого абхазского писателя, мысли о Сухуме и о том вообще, чему он должен отвечать в современное время. Спасибо, Саид, большое за эту беседу. Она очень важна для нас, потому что профессионалов градостроителей у нас практически нет. У тебя новый подход, у тебя новый взгляд. Вы молодежь, мы на вас надеемся и уверены, что вы не дадите в обиду свой город. Спасибо большое. Всего Спасибо, доброго.